Внимание всего мира в эти дни приковано не только к заявлениям, которые звучат на саммите БРИКС, но и к татарстанскому гостеприимству. О том, как караваем и чак-чаком угощают глав государства и почетных гостей, написали все крупнейшие зарубежные СМИ. По сообщению пресс-службы Казанского Кремля, для такого радушного приема в Татарстане специально изготовили 65 порций лакомства общим весом 130 килограммов. Как чак-чак вызвал мировой ажиотаж. Репортаж Алены Струминской. В эти дни о татарском чак-чаке без преувеличения говорит весь мир. С трапа самолета им угощают глав государств, о нем пишут все крупнейшие информационные агентства. Мы решили выйти на центральную улицу столицы и узнать, что о татарском чак-чаке думают иностранные гости, которые приехали в Казань. Чак-чак очень вкусный. У нас на родине нет ничего подобного. В интернете я посмотрю рецепт этого блюда. Хочу попробовать приготовить самостоятельно. Я впервые попробовала чак-чак вчера. Я удивилась его форме. Он был круглый и очень сладкий. Мне понравилось. Это правда вкусно. Первый раз пробую. Теперь это мое любимое блюдо в России. Надо закупить его домой. Когда приезжаю в Казань, всегда покупаю чак-чак. Это отличное угощение к чаю. Чак-чак с полок столичных магазинов в эти дни разлетается, говорят продавцы. Иностранцы покупают татарское угощение себе и в подарок родственникам. Особо они приходят, покупают чак-чаки, интересуются нашими чак-чаками, потому что наши чак-чаки славятся в мире самыми вкусными, разными видами. Это кадры первого дня саммита в Казани. Так его увидел московский Кремль. И здесь не обошлось без чак-чака. Отдельный блок о том, как татарской сладостью угощают глав государств БРИКС. В интервью РЕН-ТВ Рустам Минниханов рассказал, как они отреагировали на чак-чак. Когда люди пробуют, он же вкусный. Они не ожидают, что он такой-то вкусный, поэтому реакция хорошая, позитивная. Настоящий ажиотаж в СМИ вызвала реакция на чак-чак президента Китая Си Цзиньпиня. Принимая угощение от Рустама Минниханова, он отметил, похоже, десерт есть и у них. Искать китайский чак-чак начали сотни людей. Позже в Казань-Экспо журналисты из Поднебесной рассказали о нем подробно, а угощение уже появилось на российских маркетплейсах. Мы называем его шацыма. Он особо популярен на юге Китая, но он менее сладкий, чем чак-чак, и его делают мягче. Про чак-чак наслышан и президент Беларуси Александр Лукашенко. После слов Рустама Минниханова «нужно немножко его откусить», белорусский лидер пошутил. Он был бы рад, если бы разрешили съесть все угощение. Татарский чак-чак оценила супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган. Дважды она повторила «вкусно». В пресс-центре чак-чаком иностранных журналистов не угощают, но здесь о нем все знают. Кто-то уже успел попробовать, кто-то оставил самое сладкое на десерт. Здесь все говорят о чак-чаке. Пока я занят работой по освещению саммита, но после окончания обязательно попробую. В Китае много разных видов шацимы. Нашего чак-чака мне нравится приготовленный в провинции Гуандун. Он больше остальных похож на ваш. В Татарстане очень вкусное угощение. БРИКС и чак-чак. Вот как наш запрос увидела нейросеть. На картинках много татарского лакомства и улыбающихся участников саммита из разных стран. Всемирный интерес к чак-чаку подтверждает, это самая сладкая визитная карточка Татарстана. Если бы появился неформальный логотип саммита, вот как бы он выглядел. Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Казань.